галлюциногены, опиаты, марихуана, алкоголь, барбитураты, транквилизаторы, наркотики. Почему их называют психоактивными веществами? Реабилитация и лечение – это не синонимы. Эти болезни невозможно лечить. Когда-то один фужер шампанского приносил хорошую легкую эйфорию. Но приходит время, когда одного фужера становится мало. Медицинский каннабис, он и не подразумевает эйфории, понимаете? Почему это наркотик в свободном доступе? Вопрос стоит масштабный. Вопрос стоит о лечении организма. Хронические процессы, они очень тяжело лечатся. Поэтому большой успех своевременного обращения в медицину. Почему люди начинают употреблять? Вітаю, це «Обличчя вільного Криму», і сьогодні в мене надзвичайно цікавий гість. Я подумала, що ця розмова, вона саме зараз на часі. Хочу одразу попередити, що ця розмова буде російською мовою, тому що нас будуть дивитись і на окупованих територіях, бо ми будемо сьогодні часто про це говорити. Я би вас дуже хотіла попросити, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, якщо вам сподобається. І навіть якщо не сподобається, то напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, у вас до лікаря будуть якісь запитання, також можете писати. Сьогоднішній мій гість – психіатр, нарколог, власник клініки Кадирова. І, власне, він головний лікар цієї клініки Асан Кадыров. Селям алейкум. Алейкум селям. Первый мой вопрос будет очень простым. Расскажите немного о себе. Родился я в Ташкенте, жил я в столице, можно сказать, столичной. Учился, как и все, в средней школе, закончил школу. Правда, я по окончании школы и не знал, кем буду. Выбор врача, все-таки к этому меня привела Алла Рамет Элишан Анам. Когда я закончил 10 классов, у меня не было никакой цели. Я и не хотел особо учиться. Не потому, что мои умственные способности в чем-то ограничены. Просто не знал, кем я буду. Что-то меня ничего не заинтересовало. А в советский период, обычно после школы, через год уже призывали в армию. И для того, чтобы я хоть как-то существовал, жил и что-то зарабатывал, потому что школа закончилась, мать рекомендовала мне устроиться на скорую помощь. Попал я на 10-ю специализированную скорую помощь, 10-ю подстанцию. Это была единственная подстанция, которая обслуживала только тяжелые ургентные реанимационные состояния. Продежурив 2 суток, я пришел домой и сказал, что я буду врачом. Я загорелся. Я увидел, как работает бригада, как работает врач, медсестра. Я видел тех больных, которых должны были уйти в небытие, и их вытаскивали, перевозил в реанимацию. Мне показалось, что врачи — это настолько эрудированные, грамотные люди. Помимо того, что я видел, мне понравилось то, что если я могу оказать квалифицированную помощь, и если я спасу хоть одного больного, то внутри как-то появлялось чувство исполненного долга. Именно по этой причине я загорелся, домой пришел, сказал, что я буду врачом. Конечно, это вызвало огромный смех. Поступать в мединститут было очень сложно. Люди годами готовились у репетиторов, конкурсы в мединституты были огромные, люди не могли по много лет поступить, поступали через подготовительные курсы, а тут я раз решил, как Наполеон, пришел, увидел, все завоевал, да. Поэтому как-то мать решила мне сказать, чтобы я был поскромнее. Ну, ваша мама тоже была медиком? Мама была врач-психиатр, нарколог. Много она, конечно, в моем формировании сделала и в моих целях. Она мне рекомендовала медучилище. Может, ты отучишься, может, у тебя огонек тут пропадет, может, ты не захочешь потом. Именно по этой причине я в этом же году не мединститут, а поступил в медучилище на фельдшерское отделение. Успешно я закончил медучилище, после чего меня призвали в армию. Отслужил я в советской армии 2 года, а после армии поступил в мединститут. По этой причине у меня и большой стаж работы в медицине. Свою трудовую деятельность я начал с 1984 года. По сей день я в медицине.
А после армии, поступив в мединститут, я также продолжал работать на скорой помощи, то есть стаж у меня не прерывался. Я работал фельдшером. После окончания мединститута я проходил интернатуру по психиатрии. И после этой интернатуры из 36 человек я остался один работать в Центральной психиатрической больнице города Ташкента. Как-то быстро пошел рост по карьере. И через короткое время я стал заведующим отделением. Правда, я был там недолго, потому что меня пригласили работать на кафедру. Кафедру Института усовершенствования врачей, на кафедру наркологии, где я писал диссертацию, практически преподавал врачам, психиатрам, вернее, наркологам преподавал. Ну, по семейным обстоятельствам сложилось так. Мать у меня попала в реанимацию с панкреатитом. Я поехал туда, был рядом с матерью, и потом принял решение все бросить, переехать в Крым. Вы первый, кто в Узбекистане открыл частную наркологическую клинику. Да, совершенно Сколько верно. было вам лет? Ну, тогда мне, 97-й год, сколько мне было, сейчас скажу, по 30 лет, по 30 было мне уже. В общем, я тогда открыл. В молодом возрасте вы открываете да, первую в совершенно стране верно, первую, клинику да. частную. Да. Правда, потом за мной стали открываться какие-то реабилитационные центры, потом еще клиники. Я лечил людей разных, да, мне неудобно называть, потому что лечение у нас анонимное, но это были представители высшего общества, и с аппарата президента были, их дети были, и та сторона криминальная, да. В общем, и приезжали из других государств, приезжали к нам туда, в Ташкент, на лечение. После всех этих событий, которые случились с моей матерью, я, конечно, вернулся в Крым. Да, и как-то принял решение, сколько даже не из-за своей карьеры, потому что она как-то у меня росла там, я был успешный. Просто из-за того, что, дети растут, и джемат свой, и все родственники, я один остался, да, фактически в Узбекистане. И со стороны супруги тоже, да, все родственники там. Именно по этой причине я вернулся на свою историческую родину. Да. И, честно говоря, разговоры о родине всегда велись у нас с детства. И мы все говорили, потому что это наша земля, историческая земля, там наши предки. И приехав в Крым, тоже через буквально 2 года или 2,5 года я нострифицировал там диплом и открыл в Крыму клинику. Место Албат, сейчас называется Куйбышево, в участковой больнице на 3-м этаже была наша клиника. В ней тоже лечились... Бахчисарай. Да, Бахчисарай. Кстати, по-моему, до меня там тоже не было частных наркологических клиник в Крыму. Были какие-то кабинеты, были хозрасчетные отделения. Но чтобы частной наркологической клиники вот такого масштаба, и чтобы проводилось адекватное лечение, не было. Клиника была в живописных местах. Работали мы по полной программе. А сколько лет проработала эта клиника в Крыму? Практически 10 лет проработала эта клиника. Мне предлагали остаться, предлагали принять условия, предлагали работать там. И, может быть, если бы я там остался, и эта клиника тоже бы там продуктивно работала, да, я по своим личным убеждениям уехал, и я не хотел с ними работать. Так не бывает, что присягу даешь, и тут же ей изменяешь. Не хотел работать с их законами в медицине, и не мог воспринимать отношения их к медицине, к работе и ко всему этому. Поэтому я развернулся и уехал. Люди, с которыми вы начинали свой путь, из Узбекистана переезжают с вами в Крым, а из Крыма переезжают с вами в Киев. Мы работаем вместе, у нас одни цели, одни мысли, можно сказать, единомыслие. Мы лечим больных, и нам важен эффект. Поэтому судьба сложилась, что мы работаем вместе. Это один костяк с Узбекистана, у меня 2 врача. А так очень много врачей, поменялось у нас.
В Узбекистане, в Крыму были свои врачи, многие остались. Один он там стал коллаборационистом, активно поддерживал эту российскую, как бы он ушел от нас. По сей день там поет дифирамбы российской власти. Там. Один остался доктор, потому что у него семья, он не смог уехать. В общем, ситуация такая. А медсестры тоже не могли. Ну, это же невозможно взять, бросить дом и семью. Это я как бы решил, дал указание, и вся моя семья сюда выехала. В общем, и те доктора, которые со мной были, они тоже приняли решение и приехали. Если простыми словами, психиатр-нарколог – это что за врач такой, чем он занимается? Это как раз тот доктор, который определяет психический статус, который может определить и лечить заболевание, патологию. Я понимаю, куда вы клоните, на что намекаете. Дело в том, что всегда стоит популярно сейчас слово такое, как реабилитация. И почему-то все занимаются реабилитацией. Выделяются финансы для реабилитации. Все говорят, мне нужно пройти реабилитацию. Сами больные определяют у себя реабилитацию. Но вы должны понимать, что реабилитация и лечение – это не синонимы. Понимаете? Реабилитация не может происходить без лечения. Это все равно, что больного с обширным трансмуральным инфарктом миокарда отправить на южный берег Крыма, в Ялту, в международный кардиологический санаторий. К сожалению, люди путают и, не зная о своей патологии, не могут понять, куда обращаться и как обращаться. И ездят по разным реабилитационным центрам, по разным кабинетам, не зная психиатрии, не зная патогенеза заболевания, не зная психофармакотерапию, эти болезни невозможно лечить. Вот я смотрю больного и могу определить, какой у него психический статус. Вот, например, смотрю на больного и говорю, вот у него помрачнение сознания, а вот у этого спутанное сознание. Почему? Потому что для помрачнения сознания характерны определенные критерии. Например, 4 критерия Ясперса. Если я не увижу какого-то критерия, я уже не могу поставить этот диагноз. Я смотрю больного и говорю, вот у него бред, а вот у этого сверхценные идеи. Вот у этого, например, депрессия, а у этого глубокая астения. Да? Поэтому оценивать психический статус может только врач, психиатр, нарколог. Какие еще врачи есть в этой клинике? Психиатр, психиатрия, наркология. Поэтому все основные врачи, психиатры, наркологи. Так как мы сталкиваемся с разными состояниями. В этой клинике трудятся врачи и других специальностей, но они как совместители на полставки. Например, у нас есть свой невропатолог, у нас свой есть терапевт, у нас есть свой анестезиолог, реаниматор, который числится у нас там на полставки. Да, и это есть в случае необходимости, я их вызываю. Конечно, есть психологи в этой клинике, которые трудятся совместно. Так что и врачей, и специалистов здесь очень много. Такого рода зависимости, которыми занимаетесь вы, они лечатся исключительно медикаментозно, то есть других вариантов излечения, если вообще про зависимости можно так говорить, нет. Можно выразиться коротко. Без медикаментов, да, вы не окажете никакой адекватной помощи. Есть разного рода наркотики. Почему их называют психоактивными веществами? Потому что они все воздействуют на психический статус. Чтобы удобно было выделить этот термин, психоактивные вещества, что под ним подразумевается? Это стимуляторы, галлюциногены, опиаты, марихуана, алкоголь, барбитураты, транквилизаторы. Эти все наркотические средства, они воздействуют на психический статус и соматический. Вот я вам до этого рассказал, сколько мы видим соматические изменения. Разве это можно добрым словом вылечить? Если я вижу сформированный диагноз, разве это можно редуцировать? Потому что, понимаете, ведь у вас же не возникает сомнений, почему при болезни Альцгеймера нарушается нейрохимия головного мозга. Еще в прошлом веке было изучено и доказано, люди получили Нобелевские премии
за изучение нейромедиаторов головного мозга, за нейротрансмиссию, нейрохимию головного мозга. Вот в свое время Рональд Рейган собрал Белый дом и говорит: я прошу прощения, если кого-то обидел, потому что врачи определили у меня болезнь Альцгеймера, и я скоро стану слабоумным. Почему у вас должны возникать сомнения, что при употреблении психоактивных веществ не нарушается нейрохимия головного мозга? И это доказано, научно доказано, оно не подлежит обсуждению, почему нарушается нейрохимия и какие результаты ее. И эти препараты, которые мы назначаем, мы видим их неэффекты, потому что они стабилизируют состояние, выравнивают сон, выравнивают психику, делают так, чтобы блекли бредовые идеи, редуцируют депрессии все различные. Понятно, что психотерапия немаловажна в лечении больного, но она не может быть основополагающей. Там, где есть реабилитация, там нет врача, понимаете меня? А там, где нет врача, там не будет эффекта лечения. Обычно говорят как? Психофармакотерапия – это одна единица, психотерапия – это вторая. Вот если они совмещены 1 + 1, то результат будет равен 3. То есть эффективность лечения будет тогда, когда будет лечение комплексное. Вы алкоголь назвали наркотиком. Ну, правильно. Почему этот наркотик в свободном доступе? Меня даже еще не было на свете, когда алкоголь был традиционный везде, и с ним боролись, не боролись. Ведь сейчас же тоже вон легализуют, хотят легализовать курение марихуаны. Ведь этот же вопрос не к врачу, ведь вы же ни раз не спросили о последствиях употребления марихуаны, а ее легализуют, потому что мы ориентируемся на какие-то другие Вы говорите государства. про законопроект про медицинский каннабис, правильно? Я вообще говорю, потому что разговор тоже шел, да? Не, медицинский каннабис – это совершенно другая ситуация, понимаете? Ну, ведь опиум тоже мы выращиваем. Ведь из опиума добывается свыше 40 препаратов, да? Потом опиум назначает тяжелым онкологическим больным, потому что врач обязан облегчить страдания. В клятве Гиппократа не написано, что врач должен вылечить больного, он должен облегчить страдания. Поэтому последние дни в хосписах, чтобы дни, когда человек уходит из жизни, чтобы облегчить его страдания, применяют. По таким же причинам медицинский каннабис. Так там медицинский каннабис, он и как бы не подразумевает эйфории, понимаете? Он предназначен для обезболивания, для других целей. Вот много есть исследований, что при болезни Паркинсона он приносит определенные эффекты, да? При обезболивании, при тяжелых онкологических. Да. И это другой разговор. Да? Это не разговор о том, чтобы легализовать и курить ее всем подряд, и как этот закон будет выглядеть. В обществе мнения очень разделились. Кто-то за, а кто-то против. Поэтому мне было интересно. За легализацию? За легализацию медицинского каннабиса. Ну, если это для медицины, ну я же не знаю, как он будет отпускаться. Опиум тоже же получается легализованный, да? Отпускаться он будет по электронному рецепту. То есть, условно, на бумаге рецепт не подходит. Это для контроля, какой врач, когда, правильно ли он выписал тому или иному пациенту этот препарат. Наркогенность марихуаны зависит от наличия тетрагидроканнабиола. Вот в Средней Азии были свои сорта его, с Чуйской долины, например, там Сургута. Но в то время, в 80-х, самой лучшей считалась это вот афганская, Чарс ее называли. Так вот, в ней было наличие тетрагидроканнабиола 4%. И даже эти 4%, они, ну, как бы давали, это отписывал еще академик Гуламов, и есть много монографий, они давали эндоформные психозы. Иногда было сложно дифференцировать, может, это дебют шизофрении или последствия психоактивного вещества. Они давали психозы по типу делириев, белой горячки, да? Но сейчас молодежь курит от 16 до 24%. Эти курительные смеси, такие как спайсы, миксы, шишки, сейчас это синтетическая марихуана.
И она же поступает нам бесконтрольно. Вы можете курительные смеси купить с этим. И мы видим психозы. И эти больные не попадают как раз в реабилитационные центры, а попадают к нам. И мы лечим их, и мы смотрим. И иногда очень сложно решить, что это дебют шизофрении или последствия психоактивных веществ. А кто даст контроль, какую марихуану будут выписывать и какой рецепт? Мы сейчас видим, что рецепты налево-направо выписываются. И на опиоиды выписываются, на такие, как метадон выписываются, и бупринорфин выписывается. Это выписываются электронные И рецепты? бумажные, и электронные. А в чем разница электронные? Ну, электронные можно будет контролировать, государство может их контролировать. Они же будут в системе видеть, кто выписал этот препарат и выписал ли он его по назначению. В этом тоже есть вопрос у меня к этим электронным рецептам. Да? Ну, допустим, конечно, мы адаптируемся и будем выписывать, но это вызовет волну недовольства среди потребителей. Ну, например, лечение анонимное в наркологии, в психиатрии. Не каждый больной хочет знать, чтобы о нем знали, что он психически больной или все. А имея электронный рецепт, это любой может войти в эту базу и узнать. И я должен официально, их же заводят в интернет, это все проверяется. И как с ними решать вопрос? Ну, это стоит еще в будущем вопрос. Прочитала мысль одного вашего коллеги, который написал, что наше общество не готово к такому законопроекту. Как считаете вы? Может быть. Я не читал это. И, знаете, дело принципа. Не потому, что я не хочу и не интересуюсь. Да, я не интересуюсь, потому что я лечу этих больных. Я могу ответить вам на вопросы. Допустим, механизмах действиях наркотиков, как это происходит, что это происходит. Могу дать предметно, расшифровку всего этого, видеть. Но не могу сказать, что там принимает и что там решает, кому это нужно и зачем это решать там во время войны. Вот вы мне задали вопрос, алкоголь вы тоже отнесли к наркотикам, Дело в том, что абстинентный синдром – это ведущий синдром наркологии. Еще в трудах Гиппократа и Галена был описан абстинентный синдром. А сколько прошло веков и сколько его изучали на уровне биохимическом, физиологическом, о его последствиях, это можно говорить бесконечно. Но вот этот синдром, он состоит из 3 симптомов. Вот одного из этих симптомов не будет, мы уже не можем назвать его абстинентным синдромом. Вся психиатрия состоит из синдромов. А все синдромы состоят из четких симптомов, симптомокомплекса. Вот абстинентный синдром состоит из 3 симптомов. Это психическая зависимость, физическая зависимость и измененная реактивность организма. А что же такое измененная реактивность организма? Вот она состоит из 2 понятий – толерантность и резистентность. Что же такое толерантность? Толерантность – это терпимость, вот дословно. Обычно сейчас наши депутаты говорят, надо быть толерантным к нетрадиционной ориентации, к малым народам. В данном случае подразумевается терпимость к психоактивным веществам. Когда-то 1 фужер шампанского приносил хорошую легкую эйфорию. Но приходит время, когда 1 фужера становится мало. Надо выпить 2-3 более тяжелые напитки. А что же такое резистентность? Резистентность – это невосприимчивость организма. Когда организм не воспринимает эту дозу как токсическую. Вот, например, пришел ко мне больной, стучится в дверь и говорит: Асан Усманович, я сегодня не завтракал, но 2 бутылки водки я выпил. Вы понимаете, вот влейте Асану Усмановичу 1 бутылку водки, его ни одна реанимация не откачает, потому что я не пьющий человек. А он 2 выпил. Вот эта токсическая смертельная доза, которая воздействует на организм неадекватно, она называется резистентностью. В моей практике было 2 больных, они за сутки употребляли 10 грамм героина. Понимаете меня? 0,4 Это много или мало? 0,4 внутривенно классически считается смертельная доза. А они 10 грамм за сутки. Грамм делают раствор на 2, прошло час еще. Это говорит о высокой толерантности и резистентности. Но есть еще понятие перекрестная толерантность. Когда
толерантность с резистентностью растет параллельно еще и к другому психоактивному веществу. Вы пришли к стоматологу, и стоматолог спрашивает: вы вчера не употребляли алкоголь? Это вопрос не заради спортивного интереса, не потому что доктор не хочет дышать выхлопом, а потому что местная анестезия будет неэффективна. Потому что за счет алкоголя толерантность с резистентностью высокая. А теперь представьте себе, если вот этим двоим больным, которые употребляли 10 грамм героина, предстоит какая-нибудь хирургическая операция. Какую же дозу наркоза надо дать этим больным, чтобы прооперировать? Наверное, таких, как я, можно человек 50 прооперировать. А эти больные на операционном столе с такой дозой наркоза будут лежать и улыбаться. То есть это надо дать такую дозу наркоза. Все психоактивные вещества, будь то марихуана, будь то опиаты, будь то стимуляторы или галлюциногены, они действуют практически на одни и те же центры. Они нарушают нейротрансмиссию головного мозга. Они нарушают механизмы действия передачи нейромедиаторов. За счет этого мы видим патологию. Поэтому разницы в этом никакой нет. Вы человек, который каждый день общается с людьми, у которых есть та или иная зависимость. Почему люди начинают употреблять? Сказать причины, почему употребляют, может быть, у многих любознательность. Вот есть тяжелые наркотики, например, опийный ряд, он вызывает очень быстро зависимость. И даже больше не психическую, а физическую зависимость. Да. Ну и стимуляторы, вот модно стало употреблять кокаин, стимуляторы. Вот. Но попадая в организм, они, конечно, действуют на нейрохимию головного мозга. За счет этого усиливается нейротрансмиссия усиливается. И ощущая эйфорию, ну, не каждый может рассказать, как он ее ощущает, эту эйфорию, да. Ну, обычно мышление становится ускоренное, суждение становится поверхностное. Все кажется в розовых тонах, как будто все тебя любят. Все преграды становятся ни при чем, они как будто бы решаются. Люди занимаются практически всем, а ничего не доводят до конца за счет усиленного мышления, ускоренного мышления. Поэтому сложно сказать причины, да, любознательность, мода, все различные заболевания. Ну, это нужно говорить о разной патологии отдельно. Вот, например, уйти от ситуации при заболевании ПТСР, ну, как бы копинг называется, да, решить вопрос, избежать психотравмирующей ситуации. Многие начинают употреблять алкоголь, многие начинают употреблять наркотики, потому что в этом состоянии кажется, что вопрос решается. Ну, на самом деле у каждого психоактивного вещества есть свой период полувыведения. Ну, вот, например, кокаин – это 30 минут, героин – это 6 часов, метадон – это свыше 74 часов. Марихуана может держаться до месяца в крови. Алкоголь распадается от 8 до 12 грамм в час. Ну, 8 – это для тех, наверное, кто не пьет, да. А обычно вот шутит же, говорит: вы любитель этого дела? Говорит: почему любитель? Профессионал. Вот у профессионалов 12 грамм распадается в час, да. Так что пока он действует, есть эйфория. Как его нету, да, нейротрансмиссия разрушается. И больным становится тяжело, плохо, и включается практически все. Человек опять снова употребляет, не может остановиться. Как развидеть эту зависимость? По бокалу вина каждый вечер за ужином. Это зависимость? Ну, если человек употребляет в неделю 200 грамм алкоголя, например, таких как водка или в неделю один раз, то это уже называется систематическое пьянство. Как понять, что человек зависим? Это первые признаки абстинентного синдрома. Ну, похмельного синдрома, когда алкоголь на следующий день вызывает облегчение.
Вот, допустим, вы пьющий человек, а я не пьющий. Мы с вами сегодня выпили. Завтра нам обоим будет плохо. Ну, давление подскочит, тахикардия будет, вздутие живота, тремор, головная боль, подавленное настроение. Вы меня под дулом пистолета не заставите выпить. У меня будет аверсивный синдром, отвращение. Даже если я выпью спиртное, оно мне не принесет облегчения. А вы, как пьющий человек, выпьете с утра либо в обед, от этого не зависит, он может быть пролонгированный, удлиненный, да? Давление стабилизируется, пульс восстановится, тремор уйдет, головная боль уйдет, вздутие живота уйдет. Казалось бы, вы же усилили интоксикацию. Почему вам стало легче, а мне хуже? Потому что уже организм изменился на 180 градусов. Изменилось практически все. Поэтому снять интоксикацию, как все говорят, мы снимем интоксикацию, мы почистим организм, да? Это не решить вопрос абстинентного синдрома. Когда развивается металкогольный делирий, то есть психоз, белая горячка, тогда, когда в организме практически нет алкоголя. Почему травматологию называют фильтром наркологических больных? Потому что, попадая туда наши больные, они лишаются возможности выпить. За счет этого развивается психоз. Поэтому, чтобы лечить эту патологию, не нужно снимать интоксикацию. Не, интоксикацию надо снимать, понятно, да? Но она не ставится как доминантой. Вопрос стоит масштабный. Вопрос стоит о лечении организма. Эти больные должны получать гепопротекторы, сердечные, содовые растворы, препараты калия должны получать, психотропные препараты должны получать. Опять же, это лечит врач. И поверьте мне, в этом состоянии ни одна реабилитация не поможет. Вы заговорили про ПТСР, то есть посттравматический синдром. Некоторую литературу, которую я читала о войне, это военное и послевоенное время, то там говорилось о том, что вот как раз-таки зависимости в этот период начинают развиваться. Стало ли за 1,5 года полномасштабной войны у вас больше пациентов? ПТСР зависит от характера стресса, да? Есть очень много разных стрессов. Например, ПТСР может развиться при изнасиловании. ПТСР может развиться при последствии военных действий. Есть ПТСР узников, есть ПТСР заложников, есть ПТСР, которые связаны с социально-политическими условиями. Вот, например, в том же Крыму мы будем наблюдать все виды ПТСР, как и в зависимости от характера травмы, да, будет протекать эта симптоматика. Поэтому подходы, да, к ней должны быть разные. Есть, например, синдромы стресса. Первый – это, вот, например, шок, когда больной шокирован от самого стресса. Второй – это сугестия, когда больной приходит в себя, пассивно выполняет, допустим, приказы спасателей и так далее, да. Третье – это восстановление. Вот именно в период восстановления мы видим и заболевания ПТСР. Есть такое понятие компинг, то есть избегание стрессовой ситуации. Оно тоже проявляется по-разному, да. Например, кто-то пытается решить вопрос, тушить пожар при пожаре. Кто-то пытается защитить себя, да, начинает плакать, бурчать, закрываться и так далее. Ну, а кто-то начинает избегать употребления алкоголя и наркотиков. Поэтому отделить как бы одно от другого. Подходы будут к этим совершенно разные. Конечно, основная масса наших военнослужащих употребляет алкоголь и наркотики. Но у вас за эти 1,5 года стало больше пациентов? Мы воюем, и они все там, на войне. Поэтому, как у меня может быть больше больных? Эта клиника зависит, конечно, от рекламы. Если есть реклама, если они знают, сюда приходят. А если ее не знают, кто может сюда прийти?
Многие больные и не знают, что у них ПТСР, потому что эти симптомы, которые они ощущают, разве они могут квалифицировать, диагностировать, определить, что это есть у них? Это может определить врач. Война и оккупация, так или иначе, она скажется на всех? Конечно, конечно, скажется на всех. Поэтому это не пройдет бесследно. Вы можете понаблюдать и взять статистику, например, войны в Вьетнаме. Например, раньше, вот, когда я работал, начало моей деятельности, да, вот, это было в 1984 году, в 1985 году, и с утра приходишь на работу, машины снимали, наши скорой помощи. Машины были как перевозчики. Мы ездили в военный аэродром Тузель и везли раненых наших с Афганистана. Прилетали самолеты в 2 ряда, вот эти носилки, молодые ребята с ранениями, с оторванной рукой, ногой. Мы их везли в государственный госпиталь оттуда. Да? Говорили, что это отдельный афганский синдром. Не называли это реактивными психозами. Да? Но на самом деле статистика ПТСР и статистика во Вьетнаме, и статистика в том же вот Иране, Ирак, когда воевал с Кувейтом, да, практически одинаковые. То есть эти цифры практически повторяются. Что и боевых действий, что и политическо-социальных, что ПТСР заложников, что ПТСР изнасилованных. Просто сам ПТСР, он тоже бывает разный, да, я должен об этом сказать. Но вот до 3 месяцев, имея симптомы ПТСР и изменения, да, это считается острое ПТСР. От 3 до 6 месяцев это считается хронический. А вот свыше 6 месяцев это уже отдаленные последствия. Хронические процессы, они очень тяжело лечатся, поэтому большой успех своевременного обращения медицины. Прогноз благоприятный тогда, когда больные обращаются. Ну, к сожалению, наши больные не находят эти симптомы, они мучаются. Там очень много разных симптомов, например, нарушение сна при ПТСР. Это поверхностный сон с пробуждениями, это одни и те же сны, факты. Вот, например, больные жалуются, что вот он попал в окружение, что у него кончились патроны, он просыпается, он взвинченный. Это могут быть сумеречные расстройства с просоньем, да. Люди при этом не высыпаются и целый день находятся в психотравмирующей ситуации и не могут воспринимать. Да. Это тревоги, депрессии, аффективные расстройства мы видим при этом. Это оторванность от людей, они не могут понять, да, в каком обществе находятся. Многие больные говорят, что мы хотим вернуться. Да. При ПТСР включается защитная функция нервной системы. За счет продолжительных тревог меняется эндокринная система. За счет большого количества адреналина у наших больных появляется гневливость, злобность, психопатизация. И эти больные становятся не похожи на себя. Они взвинчиваются быстро. И эти явления считают... Многие больные боятся носить с собой оружие, даже вот те военные офицеры, потому что они боятся, что неадекватно могут применить это оружие. И эти симптомы, они должны рассматриваться, адекватное лечение, адекватная диагностика. Понятное дело, что там, где есть алкоголизм, там, где есть наркомания, там, где есть нарушение биогенных нейрохимии головного мозга, нужно адекватное лечение. И без психофармакотерапии, и без четкой диагностики здесь не обойтись. Поэтому эти больные должны лечиться стационарно и должны лечиться у врачей. А, например, условно, давайте возьмем тревожность. Она может пройти сама по себе? Тревога бывает разная. Она бывает предметная и бывает беспредметная. Да? Что такое тревога? Это тяжелое состояние. Это предчувствие, что что-то должно случиться. Должно случиться какое-то горе, катастрофа должна. Это элементы страха. Ну, даже у животных есть инстинкт самосохранения. Да? Это элементы навязчивости. Когда считается патологией? Вот мы иногда говорим гипертоник. Почему гипертоник? Ну, потому что у него высокое давление.
но у меня за сутки 5 раз поднимается давление. Я поднялся на этаж, оно у меня поднялось. Я читаю какую-нибудь книжку эмоциональную, оно у меня поднялось. Но я закрыл эту книжку, оно исчезло. Я поднялся на этаж, сел отдохнуть, у меня давление село. А вот если оно поднялось и не падает, это уже гипертоник, это патология. То же самое здесь. Если появляется тревога, и она бывает связана с бредом, с бредом, я имею в виду, она бывает связана с психической патологией, например, она может связана с ситуацией какой-то, ну, ситуация решилась, и она исчезла, да, но если она не исчезает, это патология. Почему важен стационар? Потому что в стационаре больной наблюдается круглые сутки. Если я на расстоянии позвоню и спрошу больного, как у тебя дела, и он мне скажет: хорошо, Асан Усманович, ведь это же будет его субъективное мнение. А в стационаре доктор определяет по объективным признакам, как он спал, какой эмоциональный фон был утром, какой был вечером, какие у него анализы, как он питается. Есть ли положительная динамика или ее нет? Ведь положительную динамику тоже может определить только врач-психиатр, который знает симптомы и синдромы заболевания, знает как патогенез заболевания. Поэтому важен стационар, потому что стационар наблюдает круглосуточно. А хождение вот таких больных, которые имеют вот такую симптоматику по реабилитационным центрам или по кабинетам, оно не принесет эффекта. Если это менее выраженная, если не сформированная психопатология, если это начальной стадии, конечно, грамотный психотерапевт, их много видов психотерапии, например, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, групповая, гипноз, они очень эффективны, да, в этом лечении. И тоже каждому больному психотерапию надо как бы подбирать индивидуально, да. Ну, опять же, это решает врач. Помните, была неделя, когда по ночам просто обстреливали и без конца эти тревоги. И разумеется, что на утро тебе уже ничего не хочется. И вот люди, значит, взяли за привычку говорить: кажется, у меня депрессия. Расскажите подробнее, что такое депрессия. Депрессия – это симптом, один из симптомов психопатологии. Депрессия – это неплохое настроение, это целый симптомокомплекс. Это угнетенное, подавленное настроение с глубокой тоской. Это изменение со стороны мышления. Кстати, вот хотел бы вот в этот момент отметить, да, отечественного ученого Протопопова Виктора Павловича, да, это уроженец, по-моему, Полтавской области, он много лет работал с Бехтеревым, потом заведовал кафедрой в Харьковском мединституте, а последние годы он работал в Киевском институте Шупика. Вот о нем я еще читал в Узбекистане, потому что вот он описал, и так оно и называется в медицине, триада Протопопова. То есть это расширение зрачков, это запор и тахикардия. Депрессия, она бывает разная, да. Классическая депрессия, она как бы состоит из 3 симптомов, вот самых главных. Это замедление моторики, это подавленное настроение и заторможенное мышление. Вот из этих 3 симптомов складывается депрессия. Депрессии бывают простые, разные. Например, простая депрессия бывает агитированная, депрессия бывает витальная, где человек касается вопроса жизни. Депрессии бывают кататонические, вернее, кататония депрессивная. Но депрессии бывают сложные, которые связаны с бредом. Эндогенным бредом, бред преследования, бред ревности, вот, связанный с обманом восприятия. Да. Это вопрос такой масштабный, да, поэтому о нем можно говорить много, но это целый симптомокомплекс. Как распознать, что у человека рядом с тобой депрессия? Во-первых, стареет габитус, больной становится бездеятельный, не проявляет инициативу.
это подавленное настроение, выпадение волос. Как я говорил, соматические изменения – это запоры, тахикардии, расширение зрачков. Суицидальные мысли обычно высказывают, попытки бывают суицидальные. То есть, а если у человека есть какие-то суицидальные мысли, сегодня он целый день в постели провалялся, и ему ничего не хочется, и белый свет ему не мил, а через несколько дней ему хорошо. Вот, например, при биполярных аффективных расстройствах для них характерна цикличность. Цикл мании, цикл депрессии. Да? Ну, если он лежит, конечно, должен быть врач. Во-первых, надо знать причину, во-вторых, надо знать, есть ли наличие симптоматики депрессивной. Это все зависит от консультации больного. Да? Депрессия может быть по бредовым состояниям. Больной лежит, не раскрывается в своих переживаниях, а у него может бред быть. Могут быть обманы восприятия, какие-то галлюцинации, он слуховые галлюцинации, слышит, не раскрывается в своих переживаниях. Лежать можно по разным причинам. И знать это может только доктор при обследовании, диагностике. Мы сегодня с вами много говорили о болезнях, об их последствиях, что как важно обращаться к специалистам. Как сохранить свое ментальное здоровье? Четких рецептов об этом нет. Ну, говорят, что нужно заниматься иностранным языком. Конечно, очень много плюсов приводит, когда люди читают. Много читает, поток информации запоминает, выбирает. Любознательность всегда приводит только к благоприятному. Ну и, конечно, здоровый образ жизни, чтобы не было никаких последствий, осложнений психоактивными веществами, вредности, чтобы не было. Это традиционный вопрос, я его задаю всем своим гостям. Ваше место силы в Крыму? Ну, я не знаю, Крым сам. Я всегда говорю бабызны топрак, уменом витаном. Поэтому, ну, я родился в этом народе. И менталитет у меня крымско-татарский. И детей, как родители меня воспитывали, так и воспитываю детей. Я люблю свою культуру. Я, когда жил в Крыму, до того, как уехал, мы в неделю раз своими близкими друзьями ходили в наш татарский театр. Мы слушали свою музыку. Потом возраст такой, детей женим мы, общаемся между собой. Радуемся, когда наши дети растут, если я вижу друзей детей или они моих видят. Ну, а что может быть сильнее своей родины? Поэтому я и планирую, вот если все это закончится, конечно, вернуться на родину. Очень хочу вернуться на родину, но не хочу не видеть там эти триколоры и все это, российские законы.